Ну, история давнишняя уже. Получилось небольшие обстоятельства, связанные с квартирой происшествия. Она затянулась именно примерно больше 4 лет назад. Что именно случилось, я сам тоже не полностью все понять, как это все произошло. Пока что возможности вернуться на место нет. Приходится как-то это все поднимать с нуля и доказывать. Ежегодно в России увеличивается количество бездомных. Самыми частыми причинами такого социального положения становятся семейные конфликты, мошенничество с недвижимостью и переезд в другой город в поисках работы. Евгений Гадеев попал в сложную ситуацию по вине застройщиков. Деньги, вложенные в жилье, пропали, а мужчина оказался на улице. Ситуация такова, что один из каких-то, скажем, моментов где-то немножко виноват сам застройщик при возможном строительстве, то есть где-то сократил свои нормативы при застройстве. Немножко время потянул, пытаются что-то возложить на меня, с этим я не согласен. Приходится как-то это все поднимать с нуля и доказывать. Эта ситуация началась 4 года назад и тянется до сих пор. Постоянные задержки со стороны застройщика, откладывание судебных разбирательств. За это время руководство строительной компании поменялось. Найти виновных теперь стало еще сложнее. Но Евгений верит в то, что сможет вернуться в свою стихию жизни и прикладывает для этого максимум усилий. То есть где-то есть хорошие, именно малознакомые, но хорошие люди, которые помогают и прилагают свою помощь и так далее, но все равно больше возлагается на меня все. Сейчас в России нет единой системы помощи бездомным. Однако существуют отдельные государственные организации, например, такая как Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Сыктывкаре. Центр оказывает гражданам психологическую и юридическую поддержку, помогает с поиском работы, предоставляет ночлег, что особенно необходимо холодной северной зимой. Для заселения необходимы свежие справки о прохождении флюорографии и осмотра в кожно-венерологическом диспансере. Третий критерий получения временного жилья – трезвое состояние клиента. Если соблюдены все вот эти 3 правила, к 7 часам вечера человек подходит сюда, заходит, где его осматривает дезинфектор и администратор, причем осматривает тщательно. Человек раздевается по пояс, осматривают его тело, осматривают его одежду. Если не выявлено никаких погрешностей, насекомых, да, что часто бывает, человек проходит в душевую кабину, принимает душ, моется, и только после этого он проходит в помещение центра. На сегодняшний день в центре одновременно могут разместиться 27 человек. Здесь созданы все условия для комфортного ночлега. Пружинные кровати, подушка, одеяло, отдельные душевые кабины. Также для свободного времени есть комната отдыха с телевизором и книгами. Здесь им предоставляется койко-место, им предоставляется пижама, тапочки. Если у человека очень ветхая одежда, мы, естественно, ему выдаем одежду. Одежду нам приносит население. Питание в ночлежке не предусмотрено. Не хватает финансирования, делится директор. Центр по возможности обеспечивает сухой паёк либо горячую пищу для постояльцев. Кипяток и чай в доступе есть всегда. Часто еду приносят добровольцы. Сейчас помощь в центре могут получить только мужчины. Когда организация открылась в 1999 году, женская палата была, но спросом она не пользовалась. Поэтому ее закрыли. Но с 1 февраля 2023 года учреждение реорганизуют и Сыктывкарский центр объединят с таким же в Ухте. В республике появится первый кризисный центр для мужчин и женщин. В нем помощь смогут получить не только бездомные, но и те, кто подвергся домашнему насилию. Мария Дымова, Софья Мальцева, Полина Холодова, Егор Никишин, Снежана Сосипатрова, учебное телевидение СГУ.